Сразу 3 соглашения подписали 25 июня глава Якутии Егор Борисов и генеральный директор РАО ЕС «Востока» Сергей Толстогузов. Все они касаются важных вопросов строительства и развития энергетической инфраструктуры в Якутии. Обеспечение электроэнергией, тема она всегда была актуальной для республики, хотя у нас есть и определенные преимущества. Дело в том, что в республике у нас, в отличие от многих субъектов, мы используем все виды электроэнергии. Это начиная от гидроэнергетики, дизельной энергетики, тепловой энергетики, газотурбинных станций и локальные сети и системные. Это во-первых. Во-вторых, сегодня, когда речь идет о развитии Республики Саха-Якутия в экономическом плане, то в определенных условиях испытываем сложности по обеспечению электроэнергией. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, мы вот сегодня, хотя мы постоянно работаем с РАО ЕС «Востока», Русгидро и непосредственно с Якутэнерго, мы всегда понимаем, что со стороны республики необходимо участвовать в решении этой проблемы. В рамках первого из подписанных соглашений планируется реконструкция дизельных электростанций и строительство возобновляемых источников энергии в 3 районах Якутии – Момском, Булунском и Верхоянском. Обе стороны на паритетных началах будут выделять на реализацию проектов по 300 миллионов рублей ежегодно. Понимаю, что ситуация на северах, особенно где дизельная локальная энергетика, там есть определенный износ наших электростанций, которые создают определенные сложности по затратам. Они очень дорогие становятся, поэтому в последнее время Саха-Энерго и Якутэнерго и РАО ЕС «Востока» проводят большую работу по реконструкции, по модернизации локальной энергетики. В связи с тем, что у нас в Момском районе, Булунском районе, Верхоянском районе эта проблема до конца не решается, принято решение участия Республики Саха-Якутия в софинансировании этих проектов для того, чтобы ускорить решение этой проблемы. Поэтому ежегодно мы по 300 миллионов рублей будем перечислять для того, чтобы поддержать строительство этих объектов. Это очень важно для нас, это очень нужно, потому что потребители на местах испытывают очень много неудобств. По второму соглашению республика обязуется направить на строительство ЕГРС-2 1 миллиард рублей, как это было оговорено ранее. Республика Саха-Якутия, когда добивала строительство этого важнейшего энергетического объекта, ставила перед собой задачу не стоять на стороне, не только ставить, но и участвовать. Поэтому сегодня мы те договоренности, которые имели, перечислили 1 миллиард рублей под строительство этого объекта, подписали соглашение. Третьим соглашением республика передает в собственность РАО ЕС «Востока» и Якутскэнерго бесхозные объекты электроэнергетики, которых на территории республики насчитывается достаточно много. В республике у нас очень много хозяйствующих субъектов, которые непланово строят определенные энергетические системы, в том числе республика сама строит сетевое хозяйство, но сегодня они по большинству случаев оказываются бесхозяйными. И республика, то, что вкладывает в свое развитие в этом направлении, тоже сегодня не может найти конкретного энергетического, предприятия, поэтому договорились, что те или иные объемы, которые мы в последнее время строим и будем строить, договорились передать в собственность РАО ЕС «Востока», в собственность Якутэнерго. Это очень важно, потому что мы должны найти конкретного хозяина, чтобы потом дальше спокойно эксплуатировать. Таковы главные договоренности, которые были достигнуты в рамках текущей конференции. Как отметил заместитель генерального директора РАО ЕС «Востока» Алексей Каплун, первые результаты можно будет обсудить уже на следующей конференции. Галина Мазалевская, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.